И к новостям культуры. На 32-м Шаляпинском фестивале продолжается знакомство искушенной публики с новыми именами, уже сделавшими, тем не менее, музыкальную карьеру в России и за рубежом. На опере, увидевший свет в канун прошлогоднего фестиваля, интернациональный состав. В 2013-м, объявленном в честь автора «Аиды» годом Джузеппе Верди, все участники сборного коллектива показывали планку возможностей в лучших оперных театрах мира. Дмитрий Пивоваров познакомился с новыми именами праздника вокального искусства. Сколько раз звучала «Аида» в год Верди, и не сосчитать, как и не выстроить планку амбиций режиссеров, препарирующих душераздирающий сюжет о войнах чувств на фоне истории. Менялись исполнители-постановщики, а сюжет не исказить никакими нововведениями. Постановка Юрия Александрова 2013 года для казанских меломанов послужила знакомством и с академическим почерком мастера, не лишенным эксцентрических кульбитов. Однако тон вкусу диктует предлагаемый материал. Ереванский тенор Аванес Айвазян, дебютант Казанского фестиваля, выступал вместе на Верди Гала вместе с Анной Нетребко. Исполнитель партии Радамеса намерен поболеть за российских спортсменов на Олимпиаде, если позволит гастрольный график. Я ей желаю удачи, она очень хороший человек. Мы с ней пообщались немножко, так что всем удачи и Олимпиаде, и всем спортсменам. За какой спорт будете болеть? Ой, я в зимних не так много разбираюсь. Я был сам раньше дзюдоистом, я люблю эти типы спорта. Ну, желаю удачи всем, пускай победят сильнейшие. Перед началом спектакля зрительный зал погрузился в чтение буклета об истории создания «Аиды» и содержанием трагической оперы. Через некоторое время нечто подобное было процитировано со сцены и началось. Среди дебютантов фестиваля итальянец Роберто Пармиджани. Это и Индра Томас, названный критиками чуть ли не лучшей исполнительницей «Аиды» по театрам нового света, страстная, нежная и чувственная. Все дело в стиле. Русский, американский, итальянский. Они очень разные, но бывает, что представители разных национальностей словно переплетаются в едином материале. Афроамериканский десант отметился и на концертном исполнении оперы «Порги и Бесс». Часть мощных исполнителей радовали летом участников культурной универсиады. Себя же они называют братьями и сестрами. И это сильная аура отношений. Исполнительница Бесс Лакита Митчелл называет свою Аиду сестрой. И это правда чувств. Мы как две сестры, которые давно дружим, но с точки зрения освоения музыки я иногда ей помогаю с постановкой голоса. Интернациональные составы случаются во времена холодных зимних вечеров в Казани. Но, как говорится, жар сердца людям в любой точке земного шара. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».